курной рулет. Приветствую вас на кухне ресторана «Арарат». Сегодня я не одна. Встречайте, Александр Яшков, известный чувашский блогер. На его инстаграм-аккаунте более 80 тысяч подписчиков. Всем саламчик, друзья. Мы в Канаше, в гостях, у себя дома. Вот. Что-то готовить? Мы сегодня будем готовить куриные рулетики. Вот, начинаем. Так, для этого нам понадобится филе, сыр. Берем с вами филе. Филе нужно разрезать на вот такие вот, как его, слайсы. Так, я голыми руками перчатку буду. Можно голыми руками? Ладно, голыми руками. Голыми руками могу? А чё? Надо так работать? Давай. Так, ваша дощечка. Моя дощечка. Ой, ну и вот еще ваша. Итак, даю вам нож поострее. Оп, Давайте нож. побольше. Итак, наша цель разрезать его вот так вот, чтобы у нас как рулетик, да? Понятно? Вот так, на одной части надо будет? Да. Если честно, я сама первый раз готовлю. Ничего, все хорошо будет. Так, я сделал. Второй кусочек. Что так быстро? Второй кусочек так же, да? Ага. Если маленькая часть будет, мы ее все равно в серединку положим. Ничего страшного. Ну да, вот таким вот образом. Нормально, красиво получилось. Вообще четко. Четко, да? Да. Четко, то, что я люблю фразу, да? Да. Я тоже люблю четко. Так, разрезали. Так, разрезаем. Теперь у нас есть такая вещь замечательная. Она называется пищевая пленка. Итак, сейчас в сторонку откладываем. Ой, господи. Берем. Я сейчас себе сначала, да, наверное? И потом вам. Господи. Короче, мы сейчас будем с вами делать такую страшную вещь. Называется. Ой, отбивать будем, короче. Я отбивала как-то раз. Ну, это такое. Кого отбивала? Мясо. От кого отбивала? Отбивала. От мяса отбивалась? Да. Так. Все. Итак. Ой, господи, тянем. Она тянется, она тянется. Сейчас сюда кладем мясо. Давай, это за что? А нет, положим. И потом закроем, чтобы... Ладно, кусочки и все. Все. Да? Чтобы... потом сверху. Ага. И потом так Понял. мощно. Все. Это тут даже не... Ну ладно. Давайте. Так, упаковываем Так, обратно. сверху, Господи, я сама не знаю, как ее работать. Так, оп. Опа. Четенько. Режем. Звук неприятный. Ой. Прошу молот. Так. Бьем. Я чуть попозже побью. Так, да? Ага. Долго так надо? Надо, чтобы она тоненькая была. Тоненько? Ага. Хорошо, отлично. Так, теперь я принесу. Давайте. Так, я принесу вещь под названием... Терка. Ага, терка. Получается, сейчас даю терку. Это я себе перенесу. Сейчас я попытаюсь побить. Давай, попробуй. Так, и даю сыр. Отрезаю от него чуть-чуть. Он нам понадобится на всякий случай. На крупной Крупной терке. терке, да? Да, Сюда погнали. же прям, да? Так, Или куда? давайте в мисочку. Можно начинать, а я попробую побить. Давай. Так. Как быстро, как четко. Так, у меня еще чуть-чуть надо добить, чтобы было тоненько. Как быстро. Нет. Я холостый мужчина, я все делаю. Сам готовлю, сам стираю. Все сам. А вообще, как вы стали блогером? Как я стал блогером? Да. Блогером. Я в Инстаграме зарегистрировался в каком году? В 2015 году.
В 2015 году зарегистрировался. Но тогда я не знал, что такое. Тогда не было такого блогерства. Меня пригласили на радио, на Чувашское радио. Сегодня говорят, в гостях у нас, говорит, не певец, а блогер. С того момента я начал называть себя блогером. Это уже как 3 года, наверное. 3 года, да. Так работаем. Вау. Интересно. Очень. Так, дальше что у нас? Так, теперь нам надо его немножко оставить. И это нам тоже надо оставить. Мы теперь будем делать маринад. Еще одна миска. Так. Так, для этого нам понадобится 2 столовых ложки растительного масла и 2 столовых ложки соевого соуса. Давай. Итак, что будете наливать вы? Давайте оливковое масло, это у вас. Это масло. Давайте масло. Так, прошу. 2 столовые ложки. Да. А я 2 столовые ложки соевого соуса. Ой. Домешиваем. Так. Раз. Такие разные плотности, так интересно получается. Итак. И сюда я сейчас доправлю. Перчика. Мощненько так. Специи. У нас так быстро работа идет. Конечно, все налегке. По красоте. Мне самая любимая фраза сейчас это все по красоте. Да. Можешь тоже использовать, разрешаю. Итак, Так? это же нормально, да? Ну так должно быть, наверное. Ну я тоже надеюсь на это. Так всегда замачиваем, что мы будем замачивать. Ага. Или как? Да, здесь замачиваем. Так, это вроде как моя, Да. это вроде как ваша. Мы с вами замачиваем и кладем на доску. Сюда же. Интересно. Да, согласна. Интересно. Получилось? Так получилось. Такое будет маслянистое немножко. Интересно. А вообще, вот когда в детстве, какое самое первое блюдо, которое приготовили? Первое блюдо, которое приготовил. Да. Даже не помню. Может, пюре? Как получилось? Конечно. Ну, не помню, конечно. Ну, получилось по-любому. Так у нас тут заканчивается. Еще добавим, что ли? Осталось. Надо еще. Ничего. Давай по 1 столовой ложке тогда, да? Да. Одна ложечка. Или так хотя. Хотя без разницы. Так. Масло. Аккуратно так. И соевый соус. Получится все круто. Да. Добавляем. Вообще, эти рулетики должны быть очень-очень острыми. Острыми? Да, но я не люблю острые, как вы. А вы любите? Я не люблю острое. Я и соленый так особо не люблю, и острый не люблю даже. Так, все, у меня готово. Быстро. Конечно. А как обычно ваш день проходит? День проходит с утра, у кого кто-то просыпается, например, обычный человек просыпается, зубы чистил. Я просыпаюсь и иду снимать сторис. Для своей аудитории. Пожелать хорошего дня, отличного настроения, поделиться энергией. Так работаю каждый день. Ну, это блогер уже это не хобби даже, это как профессия считается. Да, кстати, его уже считают как профессию. Да. Так, и дальше у нас что по плану? А я уже все испачкала, неважно. Итак, у нас тут сметана. Так, там Добавляем. Прям так аккуратненько, господи. Добавили. И майонез. У нас такое калорийное блюдо будет. Но вкусное. Хорошо. Ты делала такое? Нет, я готовила отбивные, но это была свинина у меня. Свинина примерно так же готовила, но у нас-то рулетики, у нас вообще другое. Так, перемешиваем. И добавляем снова специи. Снова у меня все жирное. Господи. Вот таким вот образом. Ну, вообще, Перчик, конечно, у тебя блестит, смотри как. это шик, мода, блеск, новый чё? тренд. Ну, давай задавай тренды.
Да. А вообще вот ТикТок у вас как? ТикТок сейчас снимали, вот вчера снимали, мы вот у нас есть своя команда, где мы собираемся, у нас где 5 человек основные. Вот мы постоянно собираемся, снимаем ролики. Вчера снимали, вот целый день вчера снимали ролики. Помидор Так, нарезаем кружочками. Кружочками? Да. Все по красоте. Все по красоте, да. Итак, сейчас я тщательно перемешаю, чтобы все четко было. Вообще красота. Красиво так, ну. Где научились готовить так? Везде готовим. Так, а вы чаще где кушаете? В ресторане или дома готовите? Ну, с утра я завтракаю дома. Завтракаю дома. С утра каша у меня, овсянка с утра, гречка, может, рис. Каждый день стараюсь чередовать. А ужинаю, да, ну, дома редко. Дома редко. Круто, мне бы такую жизнь. Ну нет, мама вкусно готовит. Ну вот, если есть. А я в городе один. Один вот. Живем. Так, дальше. Девочки ищем. Пишем. Холостой. Так, начнем. Так, что мы делали? Мы с вами сделали так, да? Теперь у нас есть вот такая вещь, да? Соус. Обмазывать, да? Да, мы будем им обмазывать. Так, Вот. ой, сейчас большую или маленькую? Давайте большой будем А, делать. хорошо. Ой, аккуратненько поставим. Сейчас приберемся здесь немножко. Берем, чтобы было чисто. Просто обмазываем, да, и все. Обмазываем вот таким вот образом сейчас. Беру и вот таким вот образом вот здесь обмазываю. Жирненько можно, вкуснее будет. С одной стороны только, да? Да, таким образом. Интересно так. А вообще, я вижу то, что на вашей странице, то, что вы очень много путешествуете. Да. Ну, в этом году не так много, конечно. В прошлом Ну. году мы в 13 стран посетили, в прошлом году. И 13 стран. какая самая запоминающаяся страна была? Запоминаешь, мне понравилась Испания. Так географию можно выучить. Уже интересная география. Учить. Так. А вот когда маленький был, вас родители ну, там, заставляли готовить там что-нибудь там Ну, после такого не вечера? было, чтобы заставлять. Ну, не заставляли, а просили. Когда дома никого нет, наверное, может, тогда сам готовил, а так, думаю, в деревне, так не особо мама готовит. В городе сам готовлю, да. сам собой. Можно пожирнее. Вот это вот. Жирнее еще, да? Да. Хорошо. Итак, далее я беру вот таким вот образом эти вот штучки складываю сюда. Так, у меня много уйдет сейчас, да, получается? Так, будем по одной, наверное, складывать. Примерно как идет. Хватает, не хватает? А, хватает. Отлично. Одну не хватило, да. Не хватило. Делись. Хорошо. Так, Так, сыр. сыр. Берем. Тоже сверху, да, вот так? Вот так вот, да. Господи, как мы быстро готовим. Когда двое, всегда быстрее. Это факт. Итак. Все должно получиться очень вкусно. Красиво. Да. Мне так нравится. Это вообще можно использовать как обед и как ужин. Вот так что, если хорошо. вдруг вы будете дома сидеть, вспомните меня и будете готовить. Так, мы с вами сделали. Аккуратненько так сюда. А Даша, что тебя вот сподвигло на это дело? Интересно очень. Меня сподвигло на это дело. Что меня сподвигло на это дело? Я поняла, что я люблю готовить, оказывается. Я просто часто дома химичу. У меня мама всегда говорит, что ты химичишь? Ну, я вот химичила, да. Ну, короче, вот, ну, я такая говорю, такая, ну, давайте это снимать будем, как я химичу. Ага, ну все, круто. Так, наша цель теперь это все завернуть. А, тут, да? Да, это же рулетики как-никак. Аккуратно, аккуратно. Я тоже боюсь. И складываем. У нас появилась противень, кстати, да? Вот она. И мы складываем вниз швом. Шоу вниз, да? Да. Ну да. У нас тут хватит?
Хватит. Если не хватит, еще принесу. Складываем. Вроде все хорошо. А все хватит даже. Хватит так как раз вместе. Теперь ставим эту всю массу в духовку, разогретую до 220 градусов на 15 минут. Отлично. Идем. У меня все грязно. Ставим. Так, давай откроем. Ой, О, горячо. горячо. Согласна? Сколько ставим? На. Так, На 10 минут. на 10 минут закрываем. Ничего. Потом мы вытаскиваем и ставим потом снова на 15 минут. И тогда уже полная готовность будет. Угу. Это делается для того, чтобы сок хорошо впитался. Кстати, а как такое прозвище придумали? Богатырь? Да. Не знаю, вот я хотел просто сделать богатырь, а богатырь 21. Потому что 21 регион и 21 февраля день рождения. Да. Интересно. Да. И уж как зарегистрировался, такой же никнейм получается. Угу. Не менял ни разу. Вот это круто. Вот я хочу вести свой блог, но я не знаю вот вообще как начать, потому что у меня нету... Сам ее веди. ТикТок веди, сейчас ТикТок у тебя хорошо пойдет. ТикТок сейчас круто снимать. У меня вообще нет каких-то идей, нет какой-то Да, просто основной... вот ты считай, это снимаешь, просто приколами вот так и показывать, как ты готовишь и все. Да. И подписчики наберутся? Конечно, один ролик залетит, нам несколько миллионов, и все, подписчики попробуют. Клево. Есть, так есть. Я учился 2 курса ЧГУ на географа как раз. Ага. Потом пошел в армию. Ага. С армии пришел, дальше не учился. Что-то не захотелось мне дальше продолжить. Я хотел идти на переводчика, одна переводчика на Типичная история блогера. Да, и забросил. Ушел с института Потом поехал на стройку, работал. и... И Вот. тогда еще не было сторис, а я ездил тогда, на курсы, на тренинги. И мы один раз собрались с друзьями, и я выложил, сторис. Едем на тренинг, а мы ехали на работу в Московскую область. И первый день мы как отработали. Вечером я выложил фотографию, то, что сегодняшнего, не фотография, а видео, то, что сегодняшнего я буду делиться видео. То, что как прошел тренинг, а мы хотя работали. Вот тоже своеобразный тренинг. И все. После этого начал выкладывать каждый день ролики. В течение 12 дней я безпрерывно выкладывал ролики. Запустили челлендж, там приседали там у меня, в Америке приняли челлендж. Ну, вообще круто было. После вот там понял, что это нормально. Первый раз я заработал деньги на Инстаграме, это в 2018 году, где-то вот в феврале. То есть деньги... Деньги начали туда идти, да. У нас на заработок у меня, да, сейчас именно идет вот с Инстаграма, с рекламы как раз. В ТикТоке сейчас не так сильно, но в ТикТоке тоже вот раскачиваю, потому что ТикТок тоже какая-то аудитория переходит в Инстаграм. Планируете, вот получается, там какие-нибудь гайды выпускать? Ну, гайды я делал по проводу путешествий. Типа такой справочник для путешествий мы делали, как мы вот. Я хотел что-то такое запустить, но что у меня не так много народу было, я что-то что-то кайфа какого-то не ощутил, интереса такого и не стал продолжать. Ну, интересы такие, да. Развиваемся. Вот у меня есть Ирина там, а вот у нее Ирина очень много гайдов. Она там и по ТикТоке у нее там курсы, там, и по визажу, там, как раз тоже Ирина Кузьмина наша. И вот такие интересные тоже делает. Вот у нее много таких, а у меня прям такого нет. Я чисто по Инстаграму работаю, по блогерству и по рекламе. И проводим розыгрыш денег, разыгрываем каждый месяц. Да, я видела. Каждый месяц разыгрываем деньги. Вот мы начали в апреле, и вот каждый месяц разыгрываем деньги для наших подписчиков. А вот многие вот, если посмотреть какие-нибудь видео с разоблачением, да, то, что на самом деле многие блогеры используют знакомых людей. Подставные, типа, в роликах. Да. Мы такие ролики не снимаем. Это типа пранки бывают такие, которые на улице снимают, там подходят, там вот такие приколы. Мы снимаем в ТикТоке, вот ТикТок это сделана такая площадка, то что можно копировать друг друга. Копируешь и такой же снимаешь. Просто кого прикольнее, кто-то того и залетит. Вот так работаем, да.
Многие люди, вот блогеры, да, потому что тоже немножко вникаю, да, то, что они на протяжении нескольких лет выкладывают каждый день и пишут какой-нибудь такой текст прям мощный, и только так они становятся там знаменитыми. Ну да, надо же контент, может хайп, он бывает хайп, это называется временный, скачу какой-то, допустим, а дальше надо же продолжать. Люди-то остаются. Красным, да, остаются, но они же должны остаться, как должны остаться? Ты что-то выложил, хайпануло, и все. Они же будут начнут отписываться, потому что ты же не будешь дальше вести, если не будешь. Надо вести. Вон там. Первый раз я хайпанул так особо, это вот как раз «Руки вверх» Сергея Жукова. Он выложил к себе свой ролик, мой ролик, получается. Первый раз. Второй раз мы что делали? Текилы, там, певцам, там, челленджи участвовали, ролик снимали. «Лютые морозы» называлась песня. Да, тоже он нас к себе репостнул, наш ролик. И третий раз такой жесткий хайп был у нас, вот Егор Крид нас выкладывал к себе. Егор Крид, да. Там хайп есть, Игорь Крутой, там снимали ролик, там тоже к себе репостил. Вот хайпы такие были, но оттуда подписчиков так не идут. Просмотр увеличится, заходит, смотрит аккаунт там, смотрит видео, фотки, а так. А со скольки там, например, скольки подписчиков или там просмотров начинают платить деньги? Нет, Инстаграм сам никто не платит. Надо рекламу, да? Да. Вот, например, если, например, я чем-то занимаюсь, у меня ресторан, допустим. Вот ты блогер. Я тебе пишу, например, можете к нам прийти покушать? Я там можно, ну там сертификат вам дать, например, сколько-то тысяч. Ты приходишь, кушаешь с друзьями там и снимаешь сторисы. Это первый вид заработка. Не заработка, это бартер называется. Бартер условия, да. Когда ты становишься еще круче, там, допустим, если у тебя реклама начинает после тебя еще идти народ, там, допустим, ты уже можешь деньги просить за это. Или, допустим, то же самое, ты говоришь, что дома, например, мама вкусно кормит. Зачем тебе, например, платить в ресторане, тогда ты можешь, например, тебе заплатят, ты придешь, покушаешь, допустим, тебе заплатят, ты будешь кушать дома, же так же будешь. На деньги, что продукты можно купить. Ну да. Ну, а так особо нет, там 10 тысяч, 100 тысяч, от этого не зависит. Ну, понятно, например, 100 подписчиков не будут заказывать рекламу. Ну это понятно. Интересно. В ТикТоке вот сейчас пока там не такая дорогая реклама в ТикТоке. Much later. Там. Пошли играть роли. Я боюсь. Ой, я боюсь. Ой, господи, вы такой спокойный. Я супер спокойный. Я отойду, да, там на 3 километра. Так, дальше что у нас? Куда ставить? Сюда. А? Сюда. Не горячо, не горячо, не горячо. Она готова? Будем проверять, что ли? Ага. Проверим. А как Ножиком? проверим? Сейчас. Так, может, Ножиком? ножиком и вилочкой, да? Сейчас что-нибудь придумаю. Ножа. Нож. Приносим. Как проверять? Так. Я думаю, что так пресно? Мы-то забыли посолить, поперчить. Оставите? А то я боюсь. Открывай. Господи, опять технологии. Опа, сейчас сильная, смелая. Есть. Ура! На 5 минут. Да. Ставим? Ставим. Таймер на 5 минут. Таймер на 5 минут. Хорошо, 5 минут, 0 секунд. Отчет идет. Что идет? 2000 years later. Утаскиваем, все, и ставим, да? Все, туда уже можно. Бежим, бежим. А, туда, туда, туда. А, туда что ли? Ага. Давайте. Жмем. Вот достали блюдо, разложили по тарелочкам. Сейчас мы покажем всю красоту ресторана «Арарат» и пойдем в зал. Кушать. Да. Самообслуживание. Вот, мы переместились в красивую часть. Будем с вами пробовать наше творение искусства, которое готовится, кстати, на самом деле быстро. Очень вкусно, очень вкусно. Реально? Всё А приготовил, курица да. приготовилась? Курица приготовилась полностью. На этом все. Всех любим! Всех целуем. И Всем пока. пока! Пока.
Вот и закончили мы готовить наш кулинарный шедевр. Большое спасибо хочу сказать Александру Яшкову за то, что пришел и заснялся. И большое спасибо хочу сказать ресторану «Арарат», который выделил нам большую кухню и зал. И просто большое спасибо. Оту. Неудачные дубли. Вот нормальный человек по санитарным нормам работает. Не то, что я. Мы серьезные люди, мы умеем убирать. Я люблю мыть посуду. Но это не про тебя, да? Это не про меня. А сейчас я покажу вам магию. Все чисто? Второй раз. Да, хозяюшка. Тун-туру-ру-ру-ру-ру. Туру-ру-ру. Ладно, сейчас. Слушай, будем, нет, мы сегодня. Будем. Все, танцуй. Раз, два, три. Ну! Что с тобой на улице делать, скажи-ка мне. Мы? Почему мы на улице? Ты же сказала, внутри где-то будем кушать. Ну, мы сначала накормим людей, а вообще мы просто выход не нашли. Ой, Давай. вход. Вход, ищем вход. Пойдемте людей кормить. Не, надо накормить. Будущий жених будет смотреть, потом такой, когда я маленькая была, будет говорить: хозяюшка, а я там буду уже потом нифига не готовить не буду. У меня будут там всякие домохозяйки. Гость уехал, а Даша моет посуду. Вот так вот и живем.